календаре последнее воскресенье декабря на БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Большая стройка во дворе республиканской больницы и новоселье врачей в Туймазах. Такого раньше мы в той поликлинике не могли позволить такого уровня обследования себя. Здравоохранение региона встает на новые рельсы. На плохую медицину жалуются все меньше. Это о чем можно сказать? Либо о том, что мы хорошо поработали, либо о том, что другие наши сферы так плохо стали работать. Не знаю. Как и чем лечат системные болячки. 20 лет на троих. Какие ваши дальнейшие действия? На прочистование, обжалование. Вынесен приговор по самому громкому уголовному делу года. Экс-полицейский отправится за решетку, дознавательница хочет восстановиться на службе. Мы довольны, потому что эта девочка против 17 адвокатов и 3 подсудимых выстояла. Неустойка по цене автомобиля. То есть цена выросла на данный автомобиль, который мы хотели, практически вдвое. Развод на деньги или как не купить подержанную машину дороже новой. Как менеджеры могут менять не только содержимое вашего кошелька, но и настроение. Я нахожусь у тебя в кабинете, я буду у тебя кричать. Да мне насрать, кто ты! Специальный репортаж итогов недели. Налог на самозанятость, индексация мат-капитала и электронные трудовые. Вслед за МРОТ растут и коммунальные платежи. Как изменится наша жизнь с началом января. Больше дела, меньше слов. Наступает крысиный год. Год будет жесткий. Что сулит високосный 2020, чем задобрить символ года и где с пользой провести новогодние каникулы. Башкортостан признан регионом будущего. Тематические или по-другому отраслевые часы главы республики признаны лучшей региональной практикой и удостоены федеральной премии. На торжественной церемонии награждения в Москве премию Радио Хабирову вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Вместе с Башкортостаном в число номинантов вошли Ленинградская и Тюменская области, но республика уверенно одержала победу. Если у одного региона что-то получается лучше, то руководители регионов не прячут это друг от друга как свой тайный секрет, конкурентного преимущества, а открыто выкладывают это на общее пространство, охотно делясь этими находками, этими решениями, которые сработали. Ради Хабиров уже больше года проводят в правительстве республики тематические часы, посвященные строительству, транспорту, инвестициям, образованию, медицине, развитию городской среды и туризму. Они позволяют сконцентрировать внимание на наиболее острых вопросах и найти пути их решения. Например, на стройчасах удалось исключить из числа проблемных 11 домов и восстановить нарушенные права свыше 1000 обманутых дольщиков. На инвестчасах было рассмотрено 153 проекта, предполагающих привлечение инвестиций в размере 360 миллиардов рублей и создание более 23,5 тысяч рабочих мест. Отныне ноу-хау Хабирова внесено в Российскую библиотеку практик управления регионом. В республике значительно сократилось количество жалоб на систему здравоохранения. Если год назад эта тема была номер один, а именно очереди в больницах, отсутствие лекарств, не на должном уровне оказанная медпомощь, то сейчас этот пласт проблем уже решается, и люди чувствуют. Об этом говорят цифры, зафиксированные системой инцидент-менеджмент. Строятся новые поликлиники, больницы комплектуют новым оборудованием и спецтехникой. Очередная партия прибыла на неделе. С подробностями Азат Садреев. Скорая помощь оснащена только современным медицинским оборудованием. Здесь и кислородный баллон, и УЗИ-аппарат, и все необходимое, что поможет оказать экстренную помощь даже тяжелым пациентам. Вручение ключей от неотложки главврачи назвали серьезной поддержкой. Коллеги, конечно, очень обрадовались, потому что все новое, это всегда приятно, и коллеги очень ждут этот автомобиль. И сегодня мы сможем его также вручить в торжественной обстановке у себя в коллективе. У нас около 2000 детей мы перевозим к себе из городов и районов. И, естественно, пробег каждого автомобиля, он достаточно большой, и оборудование, вернее, автомобиль требует достаточно частой замены. Вот сейчас мы получаем один автомобиль дополнительно, то есть мы сможем создать еще одну дополнительную бригаду. Всего Ради Хабиров вручил ключи от 37 новых автомобилей, которые отправятся в муниципальные больницы. Как пояснили в республиканском Минздраве, за последние 1,5 года в отрасль направили порядка 200 карет скорой помощи.
Также глава Башкортостана заложил капсулу под фундамент здания новой поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова. Она будет рассчитана на 1500 посещений в смену. Стоимость проекта порядка 2 миллиардов рублей. Строительство должно завершиться в конце 2021 года. Ну а в ближайшее время еще одна поликлиника, на этот раз детская, откроется в Туймазах. Строительные работы завершены, кабинеты оборудованы и укомплектованы. Сформирован штат лечебного учреждения, осталось только переехать. Тут и кабинеты побольше, и коридоры. То есть для пациентов в первую очередь удобнее будет сидеть в этих широких коридорах. Светло здесь, хорошо. В общем-то, оборудование, опять же, новое. То есть такого раньше мы вот в той поликлинике не могли позволить такого уровня обследования себя. Ситуацию в целом обсудили на неделе в ходе выездного совещания в формате «Здравчас». Если год назад жалобы от жителей республики на медицину, как фиксировала система инцидент-менеджмент, находилась на первом месте, то сейчас этот блок на 6-й строчке. Ради Хабиров пошутил по этому поводу. Количество обращений касательно состояния здравоохранения, оно, конечно, зашкаливало, и оно действительно на первом месте было. Сейчас оно находится на 6-м месте. Это о чем может говорить? Либо о том, что мы хорошо поработали, либо о том, что другие наши сферы так плохо стали работать. Не знаю. По данным регионального Минздрава, у жителей Башкортостана чаще регистрировались болезни органов дыхания, системы кровообращения и пищеварения. А по итогам диспансеризации практически здоровыми признаны около 18% осмотренных. За последние 10 лет в Башкортостане сеть организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилась в 7 раз. Если говорить в цифрах, то, допустим, в 2016 году у нас было 21 500 человек, которые получали эту помощь, то в этом году, у нас еще месяц не окончился, декабрь, уже 26 500. Вот уже на данный момент на 2500 человек мы убрали меньше, чем в предыдущий год. Это в том числе, это не только медицина, это и, значит, отравление суррогатом, это и дорожно-транспортные происшествия, и утопление, и прочее. И вот мы, но очень явственных два показателя. Это снижение смертности от БСК, так и от онкологии. Это совершенно точные цифры. Также на заседании Здравчаса отметили лучших врачей. Им вручили заслуженные награды. И отдельную благодарность объявили тем медикам, которые десантом выезжали в Сибай и показали, как вместе можно решать проблемы. Азат Садреев, Екатерина Тимиряева, Артур Ханов. Итоги недели. Уфа, Туймазы. Экс-полицейские Салават Галеев и Эдуард Матвеев получили по 7 лет колонии общего режима. Павел Яромчук проведет в тюрьме 6 лет. В Кировском суде Уфы огласили приговор по самому громкому уголовному делу года – об изнасиловании дознавательницы МВД. Заявление девушка написала еще в октябре прошлого года. Фигуранты дела – некогда высокопоставленные сотрудники полиции. А само преступление произошло прямо на рабочем месте блюстителя порядка в отделе МВД. Впервые заговорила пострадавшая, хотя нет, говорила больше ее адвокат, а потерпевшая впервые не скрывала лицо от камер. С подробностями Лилия Курбанова. Два больших стола, за ними подсудимые, их родственники и адвокаты. Все уже как одна большая семья. Позади год разбирательств. Перед заседанием что-то обсуждают и перешептываются. Каждое движение фиксируют десятки видео и фотокамер. В это время бывшая дознавательница о чем-то, улыбаясь, рассказывает своему адвокату. Уголовное дело в отношении Матвеева, Галиева, Яромчука рассмотрено в закрытом судебном заседании на основании изложенного в 310. 241 УПК РФ. По 7 лет отбывания в исправительной колонии общего режима Галееву и Матвееву, 6 лет Яромчуку. Также суд обязал выплатить бывшей дознавательнице моральную компенсацию в размере 3 миллионов рублей. Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что защита пострадавшей просит 300 миллионов рублей. Однако позже эти данные были опровергнуты. Адвокат экс-дознавательницы ответила, что они приговором удовлетворены. Мы довольны, потому что эта девочка против 17 адвокатов и 3 подсудимых выстояла. Она выстояла за всех тех, кто никогда не рассказывал, что с ними произошло. За тех женщин, которые звонили мне и говорили: 20 лет сижу, жизнь не удалась, потому что тогда промолчала. Есть несколько дней, чтобы ознакомиться с приговором. Защита подсудимых с вынесенным решением не согласны. Адвокаты мужчин намерены подавать на апелляцию. Что там написано, что там сочинили? Судя по внешнему виду, значит, по тому, как судья оглашал, видно, что он волновался. Эксперт-генетик из Москвы приезжал, сказал, что следов крови, спермы и слюны нигде не обнаружено. Какие ваши дальнейшие действия? Опрос чистование, обжалование.
Сейчас мы надеемся на то, что судебная реформа происходит. Есть, значит, кассационные суды, которые рассматривают сплошняком дела, не просто, не выборочно. Поэтому 2 инстанции еще впереди. Заявление экс-дознавательница написала в конце октября прошлого года. Обвиняемых заключили под стражу и поместили в СИЗО. С апреля этого года были уже под домашним арестом. При оглашении приговора сроки заключения учли. Подсудимых из суда увезли на специальной машине. Пока что они будут находиться под домашним арестом. Приговор вступит в силу через 2 недели. Подсудимых перевезут в исправительную колонию общего режима. Новый год они успеют провести дома. Лилия Курбанова, Артур Ханов, Виктор Миренков. Итоги недели. Опасные конфеты в новой упаковке. Фотографии леденцов с никотином на неделе облетели все социальные сети с призывом быть осторожнее. Некоторые родители всерьез обеспокоены происходящим, даже собираются организовать дежурство возле школ. В реальности же случаев распространения якобы новых конфет или снюсов на территории республики зафиксировано не было, по крайней мере, пока. В случае, если гражданам известно места продажи никотин-содержащей продукции, которые по образу и подобию идентифичности напоминают снюсы или насвай, мы просим обратиться в управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан либо через наш сайт 02.роспотребнадзор.ру, либо письменно по адресу город Уфа, Зорги, 58, а также в территориальные отделы управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Тем временем премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору пресечь незаконную продажу сосательного табака, который в России запрещен по закону. Но недобросовестные предприниматели продолжают реализовывать аналог снюса в различных торговых точках и в интернете. В нем табак заменили на никотин, а выпускается он в форме леденцов и жевательной резинки. Оборот такой некурительной никотиносодержащей смеси без необходимых документов предусматривает административную ответственность в виде штрафа для индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 до 600 тысяч с конфискацией. Депутаты Госсобрания Башкортостана готовят инициативу о внесении изменений в федеральный антитабачный закон. За последние несколько месяцев в республике было зафиксировано 3 случая отравления детей снюсом. Один из школьников скончался. Интоксикация никотином в больших дозах, она может привести вплоть до летального исхода. Это нарушение сердечного ритма, что приводит к падению давления. Это нарушение дыхательного центра, что приводит к нарушению дыхания. Вопрос, наверное, кроется не в том, как вреден снюс, а вопрос, наверное, в том, что он просто вреден. Хотели купить по одной цене, получилось по другой, в несколько сотен тысяч дороже от изначально заявленной. В социальных сетях появились десятки жалоб на деятельность автосалона на Кирова. Поступают звонки и в нашу редакцию. По словам покупателей, сотрудники магазина по телефону привлекают клиентов выгодными предложениями, а на деле все оказывается не иначе, как развод на деньги. В ситуации разбирался Руслан Батыргареев. Я нахожусь у тебя в кабинете, я буду у тебя кричать. Да мне насрать, кто ты! Нецензурные брани и крики в ответ на просьбу вернуть деньги. Недовольный клиент пытается отвоевать внесенный за новую машину первоначальный взнос. Но разгневанный менеджер пугает уплатой неустойки. Сколько я потерял? Я говорю, минимальная сумма расторжения у вас 116 944 рубля. В итоге, чтобы не терять денег, под давлением клиент соглашается приобрести авто, но уже классом ниже и ценой превышающей ее реальную стоимость. Примерно в такой же ситуации оказался и многодетный отец Валерий Акшинцев. Они с супругой увидели в интернете рекламу о возможности выгодного приобретения и сразу поехали в Уфу за новым Ларгусом стоимостью 600 тысяч рублей. По приезду все оказалось иначе. То есть цена выросла на данный автомобиль, который мы хотели, практически вдвое. Они стали предлагать, а вы возьмите другую машину, то есть там уже немножко на других условиях. Мы решили, мы отказываемся, отдавайте нам деньги, то есть верните нам наши внесенные деньги. Оказалось, что в бумагах, которые подписал Валерий, была оговорена неустойка в случае отказа от сделки. Насчитали около 200 тысяч рублей. В итоге супругов продержали в салоне до самого вечера. И тут психология менеджеров взяла верх. Мужчина согласился на кредит и покупку другого автомобиля. В итоге вместо новенького Ларгуса домой в Ишимбай они уехали на изрядно подержанном Фольксвагене, который обошелся дороже миллиона. Разбирая, естественно, их случаи, в принципе, они все однотипные. Один договор, куча доп. Продуктов, страховых и прочих услуг, которые формируют тот заоблачный ценник за автомобиль, который столько не стоит.
Клиент приезжает за дешевым авто, вносит первоначальный взнос, начинает оформлять кредит. И попадается на удочку ловких менеджеров, говорят автоюристы. Заявленного автомобиля в наличии не оказывается. Сначала покупателю предлагают одну машину, потом другую, а в случае отказа грозят уплатой неустойки. Ну, если не оказывается, если людей что-то не устраивает, деньги все равно возвращаются, сделка аннулируется. Но говорят, какую-то неустойку требуете заплатить. Первый раз слышу. Это тот самый молодой человек, разговор с которым запечатлела на камеру одна из покупательниц. В этот раз мужчина, представившийся старшим менеджером, ведет себя спокойно. От былой уверенности не осталось и следа. Здесь вы на видео? Ну... Город Уфа, Кирова, 128, корпус 2. Это адрес того самого автосалона. При виде камеры менеджеры исчезают, и только молодая девушка, видимо, продолжает оформлять очередной кредит. Спрашиваем, с какими банками работаете? Я на данный момент нахожусь на стажировке, то есть я только-только устроилась, поэтому какую-то информацию о банках я вам, к сожалению, предоставить не могу. Тем временем клиент ждет ответ от банка. Автомобиль уже подобран. Это новенький Datsun Honda всего лишь за 354 тысячи рублей. Предлагают автомобиль на выгодных условиях, поэтому я в этот салон приехал. 354? Да, вот сейчас мне сказали сумму. А вы верите, что такой автомобиль может за 354? Написано же в телефоне, не знаю. Мужчина все-таки засомневался и передумал вступать в сделку с автосалоном. Возможно, он уже был наслышан о существовании подобных схем в магазинах Браво Авто и Кама Автоторг. О них мы рассказывали неоднократно. Кстати, среди менеджеров салона на Кирова все те же знакомые лица. Сначала Браво Авто, потом Кама Автоторг, и теперь, судя по отзывам покупателей в интернете, еще автосалон Уфа, работающий примерно по одной и той же схеме. Несмотря на то, что предыдущие салоны уже закрыты и на организаторов возбуждены уголовные дела, люди продолжают идти в поисках дешевого авто. Однако уехать отсюда на таковом не получается. Руслан Батыргареев, Тимур Каюмов и Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Закрыть очереди в детские сады удастся в 2020-м. Именно тогда обеспеченность путевками малышей в дошкольные учреждения составит 100%. Об этом было заявлено на Оборчасе. Все уже распланировано. 22 детских сада построили и реконструировали в этом году. В планах на следующий. Новых школ 12, а дошкольных учреждений 24. На совещании презентовали и новый проект. Отныне капитальный ремонт образовательных учреждений объединят с благоустройством прилегающей территории. Работы будут включать в себя не только ремонт зданий, но и обновление заборов, асфальтового покрытия, создание малых архитектурных форм в детских садах. Особое внимание уделят модернизации пищеблоков. Один раз зайдя в школу с таким ремонтом или в детский сад, то в принципе можно в этой образовательной организации забыть о всех проблемах с текущими крышами, с продувающими окнами, с проблемами пищеблоков, там, с проблемами на прилегающей территории, ну как минимум на 20 лет. На следующий год в программу комплексного ремонта и благоустройства включены 153 школы и детских сада. Работы оцениваются в почти 584 миллиона рублей. Всего же до 2024-го бюджет республики выделит на эти цели более 2,5 миллиардов. Ради Хабиров отметил, что все средства необходимо перераспределить и добавить в программу порядка 70 миллионов. В начале следующего учебного года глава Башкортостана лично проверит качество проделанных работ. Вы покажите мне в следующем году, в сентябре, вот как вы эти деньги реализуете, чтобы я приехал в какой-то район, где вы школу взяли, вот как вы говорите, комплексная, чтобы я посмотрел школу, она после капремонта, пищеблок, понятно, и двор, чтобы вот мы прям зашли в школу и вышли оттуда уже с абсолютно готовой историей, как вы тогда мне сказали, что лет на 20 мы эту историю забываем, да? С Нового года на уроки на новом автобусе в рейс выйдут 37 машин, только сошедших с конвейера. Они соответствуют современным требованиям безопасности и оснащены всем необходимым для перевозки детей. В них есть проблесковые маячки, тахографы и система ГЛОНАСС. О том, что еще отличает школьные автобусы от обычных, знает Артур Шамсудинов. С виду обычный автобус затюнингован специально для маленьких пассажиров. Благодаря выдвижной ступеньке первоклашки смогут без посторонней помощи подняться в салон, где на случай долгого переезда можно оставить портфели на оборудованной стойке. Этот школьный автобус, к слову, самый большой из представленных, отправится в Нефтекамск. Уже второй автобус в прошлом году, год тому назад дали такой же автобус. Вот в этом году еще.
Каждый автобус распределен на школу. Вот я 7-я школа, например, там другая школа. Мы собираем детей по 200 микрорайонам, всех по всем школам раскидываем. А вот этому автобусу предстоит проделать более сложный путь. Пазик будет забирать детей из отдаленных деревень Бурзянского района. Ежедневно водитель должен совершать по 8 рейсов. Более 900 детей учатся в нашей школе. И направлений филиалов много. У нас организовано по 8 направлениям подвоз. 37 новых школьных автобусов отправятся в 21 муниципалитет. В некоторые уедут по 2, а то и 3. Необходимость обусловлена не только отсутствием транспорта, но и изношенностью автопарка. По закону больше 10 лет использоваться школьный автобус не может. В школе села Старый Сибай Баймакского района. Нынешняя партия была закуплена на федеральные средства. На сегодня школы республики необходимо оснастить еще порядка 150 автобусами. В 2020-м на эти цели из регионального бюджета заложено около 115 миллионов рублей. Чиновники надеются, что благодаря новой технике дорога к знаниям у школьников станет более комфортной. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Есть такая профессия – людей спасать, рискуя собственной жизнью ради других. А еще есть уже скорее традиция отмечать профессиональный праздник, как обычно, на смене. Неважно, застрявший ли в стране котенок, потерявшая сознание бабушка в запертой квартире, наводнение или ДТП. На помощь они приходят первыми. Геройские поступки совершают практически каждый день, но даже имени зачастую их не спросят. Они и не ждут, ведь это их работа. Один день со спасателями провела наш корреспондент Анастасия Ильчебаева и поняла, что на журналистском поприще все же проще. Выпрыгивать из машины приходится едва ли не на ходу. Каждая секунда на счету. Автомобиль попал в ДТП и загорелся, да еще задняя часть рядом с бензобаком. Обязанности спасателей в команде четко распределены. В мои входит зафиксировать автомобиль противооткатными упорами и оградить опасную зону. В этот момент другие члены отряда пытаются потушить возгорание, но оказывается, в автомобиле еще находится человек. Для того, чтобы вытащить пострадавшего, необходимо поднять крышу. А для этого специальным аппаратом, который спасатели между собой называют попугай, мы отрежем последнюю стойку. Но, знаете, аппаратура не из легких. Поднимаем. В роли пострадавшего, конечно, не живой человек, а манекен, но действовать нужно все равно аккуратно. В реальных условиях неправильное перемещение спасенного может стоить ему жизни. Это уже кадры работы сотрудников отряда на настоящем ДТП. Только в этом году у уфимских спасателей было более полусотни таких аварий. На видео дата 7 августа 1994 год, ставшая черной в истории Башкортостана. Терлян. Водохранилище превысило критическую отметку. Тогда за пару дней выпала двухмесячная норма осадков. Из-за плохого технического состояния плотины потоки воды обрушились на поселок. У Сергея Ткачева тогда был первый рабочий день. В прошлом геолог, но уже участвующий в спасательных операциях. Он устроился в Приволжский региональный отряд. Мы тогда ниже по течению, значит, прорыва, значит, по прибрежным кустам, по протокам обследование делали, потому что, в общем-то, погибших было людей больше 20 человек или потерянных в тот момент. Искали, где они могли там оказаться. В принципе, всех унесло в то время уже. Никого не нашли тогда. Их позднее уже, через несколько суток нашли. Уже гораздо дальше. К сожалению, нередко спасателям искать приходится уже под водой. Особенно сложно вести поиски зимой, как в этот раз. Утонувшего рыбака ищут уже 3-ю неделю. Работу осложняют погодные условия. Спасатели вырезают так называемые майны, через которые водолазы будут погружаться под воду. Но вначале они проводят разведку. Тут помогает специальная видеокамера. Картинка в реальном времени транслируется на компьютер. Момент в одну сторону просматривает. Вот она на штативе стоит, по кругу проходит, и диаметр получается вот именно сейчас где-то порядка 5 метров. Видит в 2,5 раза дальше человеческого глаза. Используем наиболее опасные места, где течение сильное. Несмотря на гидрокостюм, спустя время водолаз все равно начинает ощущать холод. Видимость под водой в этот раз примерно на расстоянии вытянутой руки. Но поиски ведутся не хаотично, а по выверенной схеме. Выпуск даю 2 метра влево, 2 метра выпуск вправо. И так вот до следующей майны. В это время на поверхности водолаза страхуют 2 коллег. Один из них должен постоянно поддерживать с ним связь. Есть таблица сигналов. И вот согласно этой таблице сигналов передаем, двигайся влево, двигайся вправо, проверь запас воздуха там.
как себя чувствуешь. Вот водолаз тоже, соответственно, он эти сигналы знает. Он их когда воспринимает, отвечает то, что принял, и вот и выполняет. Все, что удалось обнаружить водолазам в этот раз – старая батарея и якорь на дне. Скорее всего, погибшего рыбака унесло вниз по течению. Под водой спасатели могут находиться по 30-40 минут. И нередко работать приходится на ощупь в кромешной темноте. Но, несмотря на сложности, свою профессию они бы не променяли на другую. Не страшно, привыкли уже. Интересно? Ну, там же неизведанно, там же никто, вот, из вас вот никто не был, только те, кто туда входит, они и были там. Там своя какая-то атмосфера, камешки, бревна. Но все равно, когда идешь, ты это же все видишь, смотришь, все равно какая-то своя красота. Как в космос летать. Благородная, но часто неблагодарная работа. Они, признаются спасатели, редко слышат спасибо. Делал обход на реке, семья пьянствовала на берегу. Их маленькая девочка, лет 12, по-моему, или 10. Ее тогда еще судовой ход был. Ее на круге вынесло, я ее выловил, получается, посреди реки уже, километров 2 от них, пока нашел родителей. Им отдал, меня еще чуть там, и родители еще чуть не отпинали. И вроде бы профессия не из легких, и спасибо им лишний раз не скажут, и уж точно получают не сотни тысяч. Но все равно остаются здесь. Они не любят, как говорят сами, героизировать свою профессию. Чаще наоборот. Лучше лишний раз не рассказывать близким, как прошел рабочий день, чтобы не волновались. Говорим, что кошечек спасаем, лебедей, а серьезно не расскажем. Анастасия Чебаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Ну и к новогодним приготовлениям. Корпоративы отменяются, по крайней мере, у госслужащих. После заявления Ради Хабирова «Заживем получше». Вот тогда и будем праздновать. Ряд государственных структур отменили свои новогодние вечеринки в кафе и ресторанах. Быть может, столы накрыли в столовых министерств и ведомств. Прям взять и запретить праздновать не могу, сказал руководитель региона, но призвал иметь совесть. Обращаясь к кабинету министров и главам администрации, Ради Хабиров посоветовал отказаться от приглашения артистов и пышных торжеств. Ну и стало понятно, что каникулы у чиновников будут не столь длительными. Руководитель региона дал понять, что отдохнет лишь пару дней, и уже потом начнутся рабочие поездки по городам и районам республики. Начиная уже с января вступает в силу целый ряд нововведений. Изменятся цифры в коммунальных платежках. Разморозит мат-капитал, он будет проиндексирован. Налоги начнут платить даже те, кто работает на себя. О том, как изменится наша жизнь с Нового года, расскажет Эмиль Басареев. В России увеличат размеры сроки выплат ежемесячного пособия на первенца. Деньги за ребенка будут выплачиваться вместо 1,5 до 3 лет. Нововведения коснутся семей, где малыши появились на свет после 1 января 2018 года. Изменятся и критерии для назначения выплаты. Сейчас доход должен составлять 1,5 прожиточных минимума на человека, а с Нового года уже 2. То есть, если, например, в семье, где есть мама, папа и ребенок, личный бюджет не превышает 62 тысяч рублей, то они смогут рассчитывать на поддержку. Для получения пособия необходимо обратиться с заявлением в отделение МФЦ. Кстати, из-за повышения МРОТ, а он составит в республике почти 14 тысяч рублей, повысятся выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком. А материнский капитал будет проиндексирован и составит 466 617 рублей. Между тем возрастут и траты семейного бюджета на коммунальные услуги. С 1 января повысятся цены на электроэнергию и вывоз мусора. Однако других услуг повышение тарифов ЖКХ коснется только с 1 июля наступающего года. Также изменение цен будет разным в зависимости от района проживания. Но общий процент повышения стоимости не будет превышать 5,6%. В новом году появится и налог на самозанятых. Он составит от 4 до 6% от дохода. В эту категорию попадают, например, мастера на час, репетиторы и няни. В силу вступит закон об обращении с животными. Теперь опасных собак нельзя будет выгуливать без намордника и поводка. Бродячих же животных будут отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и отпускать. Под запретом теперь будут контактные зоопарки. Появятся электронные трудовые книжки, но пока переход на них будет добровольный. Информацию о своем документе граждане смогут видеть в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Кстати, наказывать теперь будут автолюбителей, бросающих машины на площадках для мусора. Штраф за парковку возле контейнеров составит от 1 до 2 тысяч рублей для частных лиц, а вот должностные заплатят от 5 до 10 тысяч. Юридическим лицам и вовсе придется раскошелиться на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма уже удвоится.
Штраф ждет и автовладельцев, управляющих машиной без оформления диагностической карты. За езду без техосмотра придется заплатить 2000 рублей. Постановления будут выписываться с помощью комплексов автоматической фиксации. Между тем, синоптики уже рассказали, какой выдастся погода в новогоднюю ночь. В ближайшие дни ждет большой перепад температур. Так, в понедельник столбики термометров опустятся до 27 градусов, а вот 31 числа некоторые районы накроет метель. Зато заметно потеплеет. Температура воздуха составит от -2 до -8 градусов, однако будет идти снег и прогнозируется ветер с сильными порывами. Парад снегурочек и выступления силачей с ледяными снарядами. Предстоящие новогодние праздники в регионе пройдут под девизом «Башкортостан – территория спорта, культуры, туризма и здоровья». Например, в новогоднюю ночь на площади перед гостиным двором пройдет концерт Элвина Грея и артистов его команды. А 4 января в парке Кашкадан состоится парад конно-санных упряжек, на которых смогут прокатиться все желающие. 2 числа у нас очень такое крутое, интересное шоу Эльбруса Нигматуллина. Он собирает многих атлетов. Люди будут биться за первое место. Вот фишка этого мероприятия, что тяжести будут сделаны изо льда. При этом огромные вот эти льдины, да, они не ломаются. На интернет-портале «Культурный мир Башкортостана» создан раздел «Календарь Нового года». Здесь можно узнать информацию обо всех праздничных мероприятиях в городах и районах республики, дате и месте их проведения. В гости ждут и учреждения культуры, причем посетители ждут приятные сюрпризы. Все муниципальные и государственные музеи в новогодние каникулы будут работать бесплатно. Вход будет бесплатный, но в случае заказа индивидуальной экскурсии или мастер-класса, то, естественно, все равно будут представляться скидки. Впрочем, будет где разгуляться. В республике возвели более 800 ледовых городков и свыше 100 новогодних площадок при торговых центрах. На них установили порядка 2000 елок и 1500 арт-объектов. Так, впервые на главной елке на площади имени Ленина появилась новогодняя инсталляция всемирно известного итальянского архитектора света, художника Валерия Фести. Лесную красавицу установили и на Советской площади впервые за 8 последних лет. А вот новшеством стала искусственная пиксельная ель высотой 32 метра возле Конгресс-холла. На ней не только появляется любое изображение, также есть и музыкальное сопровождение, которое добавляет новогоднего настроения гостям и жителям столицы. А вот у полицейских зажглась своя автомобильная елка. ГИБДД республики запустили всероссийский новогодний флешмоб. 2, 3, елочка, гори! В акции участвовали почти 40 патрульных машин. По словам сотрудников правоохранительных органов, таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме безопасности дорожного движения. Эстафету главный инспектор, госавтоинспектор Башкортостана передал другим городам России. Всем здоровья, благополучия и, самое главное, зеленый сигнал светофора, потому что мы, сотрудники госавтоинспекции, всегда этого желаем и хотим, чтобы наши дороги были самые безопасные, и мы никогда никого не теряли, и всех нас всегда ждали дома. Совсем скоро белая крыса сменит желтую свинью. Наступающий 2020-й високосный год. И кому-то он покажется трудным, а кто-то, наоборот, научится управлять эмоциями и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Белая металлическая крыса – символ года. Призывает больше дела, меньше слов. Животное это бережливое, поэтому готово помочь в финансовых вопросах. Инвестиции обязательно принесут высокий доход. Как не потерять и приобрести в год крысы, знают астрологи. Год будет жесткий. Он будет очень жесткий, он будет требовать дисциплины, организованности, будет вести людям те, которые отвечают за свое слово. То есть все будет вот достаточно вот именно так, что серьезное отношение к жизни. То есть люди в этом году должны все собраться без какой-то там растяжки завтра, послезавтра, а именно начать что-то менять. Чтобы задобрить грызуна еще в новогоднюю ночь, нужно ее правильно встретить. Крыса любит светлые и спокойные оттенки. Вместо пайеток наденьте одежду белого, молочного и серых цветов. Если изобилие в нарядах неуместно, то голода крыса точно не простит. Нужно от души накормить ее мясом, рыбой, орехами, фруктами и, конечно, самым любимым лакомством – сыром. Крыса натура общительная, поэтому Новый год нужно встречать в большой компании. Те, кто имеет опыт общения с этими животными, разработали свои секреты задабривания грызунов. Они могут стать хорошим, ласковым другом. Да. Они такие же живые, они такие же ласковые и преданные животные. Вот. Если только хорошо с ними обращаться, не обижать. Это самое главное.
Ну и напоследок о спорте. Именитая спортсменка, победительница и призер этапов Кубка мира Ольга Данилова вернулась в Уфу. Вернулась, чтобы вывести конный спорт на новый уровень. За ее плечами богатый опыт и солидная коллекция наград. Это единственный мастер спорта международного класса по конному спорту в Приволжском и Уральском округах. Именно поэтому Данилову приглашали работать и в Екатеринбург, и в Казань. Поступали предложения из Москвы, но она предпочла вернуться домой. Со спортсменкой встретилась наш корреспондент. Он прям пожалеть его, прям маленький-маленький. Он любит, когда его жалеют, он прям няшка. Он такой домашний. Если бы был такой балкон, я бы его на балкон взяла себе жить. И в этом никто не сомневается. Своего подопечного Ольга Данилова называет не иначе, как сыном, причем бриллиантовым. Диаманту всего 8 лет, но он уже победитель первенства и чемпионата Приволжского федерального округа по конкуру. А в дебютных международных соревнованиях занял 5-е место. Просто села и поехала, и он просто взял и отпрыгал. Это вот, знаете, когда лошадь классная, на ней очень легко. Она спокойно прыгает, то, что ты просишь. И она не задает тебе вопросов. Могу я, не могу, там, подготовленные, не подготовленные. Он взял и сделал. Вот это говорит о том, что лошадь действительно может. По сути, выбора у Ольги Даниловой не было. Отец работал директором на ипподроме, мама тренером. Все детство девочки прошло на Акбузате. Она дважды выигрывала чемпионат России, восходила на призовой подиум на международных соревнованиях, в том числе этапах Кубка мира по конкуру. В 2011-м победила в составе сборной страны на Кубке наций. Ольга Данилова – единственный мастер спорта международного класса на 2 округа России. Поэтому ее приглашают работать и в другие города, такие как Екатеринбург, Казань. Но сама спортсменка и уже теперь тренер тянется к дому. Здесь моя родина, здесь я стала кем стала. Вот здесь мои родители, здесь мои друзья. И здесь есть хороший ресурс, неплохой. Здесь был построен шикарный ипподром по своим временам. Немножко он требует, конечно, уже реконструкции. Но, тем не менее, вот я бы хотела все-таки, чтобы Уфа тоже была. Она может быть столицей, где проводятся соревнования, где растут дети, где это популярно. И это созвучно с направлением, которое задает Республиканский центр компетенции по коневодству и конному спорту. Новое руководство организовало охвативший все районы Башкортостана турнир «Терра Башкирия», трансляции которого размещались не только на телеканале БСТ, но и в федеральном эфире. Уже в конный спорт приходят люди немножко не аграрного там какого-то спортивного направления, они уже бизнесмены, они немножко менеджеры. И в этом смысле легче работать. И я думаю, что благодаря тому, что новое руководство, оно хочет отстроить, оно хочет выстроить систему, оно хочет, чтобы оно работало и было прибыльно. И я думаю, что вот если получится, то совместными усилиями получится выстроить правильную систему на ипподроме. Ольга Данилова готова работать и выступать, и тренировать, причем не только детей в спортшколе. И это только начало. У Даниловой по-хорошему амбициозные планы. Я спортсмен еще до сих пор, да, у нас конный спорт, это можно прыгать до 70 лет. У нас последнюю Олимпиаду выиграл человек, ему было 67. Роза Хабибулина, Эдуард Гайнанов, Равшан Артыков. Итоги недели. Уфа. Вот такой выдалась уходящая неделя. Итоги года служба новостей будет подводить 31 декабря. Ждем вас в эфире канала БСТ в 20 часов вечера. До свидания.